В рамках работы АРТЭ нашей командой было произведено 2 выездных семинара школы проектных наставников. Далее были проведены выездные сессии в образовательной организации районов Удмуртской республики. Следующим этапом является форум этнокультурного образования, где представят наши команды свои проектные идеи. Балай кыжиге сноуны проектный ужес нылпиосын малкешоно мы нам партем орчемани курсиос курьёсы звал проект я кыжи проектес башкины маланы увалаш квал кыжи очисто уже нылпиосы кыскыны но кут паласос тывалтыны кыжиге со уже с радьяны али со радлык кылды кызы. Наставники будут обучать своих подопечных социальному проектированию, которое позволяет и дает возможности реализовывать свои идеи как детям, так и в целом коллективу школы, в целом каким-то сообществам, и таким образом развивать в целом территорию Удмуртской республики, что, собственно говоря, сказывается положительно как на социальном, так и на экономическом развитии нашей республики. Здорово, весело, интересно, командная работа. Еще интересно, что мы не просто вот сидим и слушаем лекции, они работают с нами, взаимодействуют, мы играем. Конечно, я считаю, что каждый школьник должен знать об этом, чтобы в дальнейшем он мог как-то развиваться, получать новые знания с помощью таких проектов, развиваться. Новые знакомства также можно получать с помощью таких проектов. На самом деле настольные игры в неформальной обстановке ребята изучают новые слова, запоминают какие-то необычные фразы на удмуртском языке. Развивается монологичная речь, ну и также, конечно, в диалоге они замечательно друг с другом контактируют, говорят на удмуртском языке, учатся. Организация АРТЭ, она как раз яркий пример того, когда язык живет после уроков. Это внеурочная среда, это среда естественная, где ребята говорят, получают результаты, видят результаты своей деятельности и видят, что язык нужно изучать, на нем можно общаться. Для нас прежде всего форум – это место встречи. Место встречи и диалога педагогов, родителей, детей, представителей социальных институтов. Мы занимаемся в области сохранения, развития, поддержки удмуртского языка, то, конечно, мы понимаем, что очень много еще стоит впереди сделать. Тот опыт и идеи, которые мы развиваем, они необходимы на сегодняшний день.